Новые стандарты жизни в жилом комплексе «Солнечный город Супер». Сейчас наметились значительные успехи в деле организации противораковой борьбы в городе и в республике. И в этом его заслуга. Мойша Сигал – человек, которого в онкологическом диспансере называют выдающимся. Во времена СССР в Казань со всей страны к нему приезжали врачи, как на паломничество. Спустя десятилетия его изобретение – расширитель-подъемник реберных дуг. Хирурги активно используют. Потому что двое просто расширяли рану, то эти раны-расширители позволили выполнять вдвоем с ассистентом хирургу операцию. Очень важно это явилось стартом к развитию большой онкологической хирургии. Ему был 21 год, когда он стал главным хирургом еще Печорского округа в Коме, а еще через год главным врачом госпиталя. Медицина для Мойши Зельмановича стала миссией. Когда он был подростком, из-за рака умерли его отец и мать. Возможно, поэтому ко всем пациентам он относился с трепетом, даже после операции. Этому учил и студентов. Мы выезжаем после тяжелой операции, поздно вечером, и он меня спрашивает: Зинаида Александровна, как больной? Я говорю: Михаил Семенович, анестезиологи говорят, что что-то плохо дышит. Он разворачивает с южной трассы машину, и мы вновь возвращаемся в клинику. Михаил Семенович, наверное, был строгим учителем. И тогда, когда что-то делалось, по его мнению, не так для пациентов и в клинике, он очень расстраивался. Он родился в Украине, но в ТАССР, в Казани прошли самые яркие годы его деятельности. Мойша Сигал, или как его называли в то время, Михаил Семенович, опубликовал 9 монографий, более 200 статей, подготовил более 50 докторов и кандидатов наук. Отдыхал некоторое время, 1,5-2 часа, и дальше принимал своих учеников. Дело Сигала живет в этих стенах, живет в его учениках. В первозданном виде сохранен кабинет известного врача. Даже его личные вещи, чашка, очки, микроскоп до сих пор стоят на этом столе. Будто вот-вот он снова зайдет, сядет на кресло и продолжит работу над научными трудами. Есть ходатайство о присвоении нашему диспансеру имени профессора Сигала. Мойша Сигал работал до последнего. Вот кадры с его последней операции 2 октября 1990 года. В этот же день он пришел домой, и его не стало. Но, как поется в известной песне, теперь его голос звучит голосами его детей и учеников. Зарина Ахметова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.